Сошедший в Грузии сель доставил немало неудобств жителям Северной Осетии, перекрыв собой устье реки Терек. Существовала опасность повышения уровня воды в реке и подтопления близлежащих к берегу зданий. Во Владикавказе в целях предосторожности было временно закрыто движение на мостах, однако угроза миновала и движение реки стабилизировалось. Но сегодня около 11 часов утра поступила информация от грузинской стороны о том, что на территории Грузии произошел обрыв ледника, который спровоцировал сход селевого потока, перекрывшего русло реки. В результате у них образовалось подпрудное озеро. Ну и с их слов была угроза перетекания большой массы воды, в результате чего могло повыситься уровень воды в реке Терек. При поступлении этой информации была организована правительством республики, администрацией города, МЧС, взаимодействие с МВД, погранслужбой и таможенным управлением. Работа по выводу работников погранслужбы, таможни, ну, естественно, населения населенных пунктов, которые находятся в пойме реки Терек, в безопасную зону. Заседание круглого стола Алании состоялось в Национальном культурном центре «Амран». Темой обсуждения стали пути сохранения и развития духовной культуры астинского народа в современных условиях. В ходе состоявшейся встречи был принят итоговый документ – меморандум. В нем участники встречи призывают руководителей Северной и Южной Осетии при решении социально-экономических вопросов развития горных территорий учитывать их священность и придать им статус сакрального центра астинского народа, остановить разрушение мест традиционного молитвословия осетин кувандонов. Если наше руководство, наши парламенты, что на юге, что на севере, примут наш меморандум и примут законодательный акт соответствующий, то мы этим самым сбережем наши святые места и будущее нашей нации, нашего народа. Первый филиал централизованной библиотечной системы открылся после капитального ремонта во Владикавказе. Это уже пятое подобное учреждение, отремонтированное в рамках муниципальной программы. В библиотеке, расположенной в Доме работников культуры и искусства, уже более полувека хранится богатая коллекция произведений осетинских, российских и зарубежных писателей. Здесь регулярно проводятся творческие вечера, встречи с деятелями искусства и презентации книг. Теперь в библиотеке на Дружбе, как ее называют в народе, помимо новых коллекций книг появился детский уголок, где юные читатели смогут познакомиться с осетинской литературой. Коллектив библиотеки полон решимости после реконструкции этого филиала, обогащенного новыми электронными средствами массовой информации, продолжить усилия по значительному совершенствованию работы библиотеки и привлечение как можно большего количества читателей. В рамках визита делегации Совета Федерации в Северную Осетию многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков провел мастер-класс в спорткомплексе «Динамо». Открытая тренировка собрала около 30 ребят, среди них не только юные кикбоксеры, но и их более опытные товарищи. Все они пришли в этот зал, чтобы позаниматься бок о бок со знаменитым спортсменом. Традиционную разминку Бату Хасиков разнообразил элементами йоги и кроссфита. Несколько раундов подряд под чутким контролем своего наставника ребята отрабатывали ударные навыки. Основной месседж был, что да, нужно много тренироваться, нужно, что называется, не вылазить из зала, при этом нужно уделять внимание учебе, то есть получать образование, это очень важно. Ну и обязательно для того, чтобы вы имели возможность вдохновляться, чтобы вы имели возможность смотреть на мир более масштабно и широко, нужно читать книги. В Северной Осетии закончился прием заявок на участие в молодежном форуме «Машук». В течение 3 дней проекты оценивали эксперты. Участники защищали свои работы на экономическом факультете Северо-Осетинского государственного университета. Ребята делились своими идеями в надежде получить возможность отправиться на форум. Направлений 8 – от волонтерства до искусства. В этом году форум проводится в 2 смены с 4 по 10 августа и с 11 по 17. Лучшие проекты получат финансирование. Хочется отметить то, что сегодня на предмашуке ребята представляют очень много интересных проектов, очень много в направлении предпринимательства, очень много в направлении туризма, очень много в направлении волонтерства.
День открытых дверей состоялся в Северокавказском горно-металлургическом институте. Выпускникам школ рассказали о студенческой жизни и ознакомились с условиями поступления. ГМИ принял в своих стенах свыше 1000 абитуриентов. Такое большое количество заинтересованных лиц, которые сегодня у нас в гостях. Мы рады видеть и приветствовать их. И мы готовы для них обеспечить лучшие условия для образовательной деятельности, обеспечить им условия для того, чтобы они смогли реализовать свой потенциал и чувствовали себя защищенным в нашем университете.